Главная задача единороссов в Коми сегодня – вернуть доверие жителей, а значит продолжать исполнять все наказы, которые были получены во время предвыборной кампании, чтобы люди чувствовали заботу и поддержку. Об этом накануне на партийной конференции заявил исполняющий обязанности секретаря регионального отделения единороссов Александр Макаренко. На должность нового лидера Коми-отделения его утвердили в Москве на заседании Президиума Генсовета партии. Там же внесли кандидатуру на пост спикера Госсовета. Татьяна Супряткина о партийных решениях. На принципиально важную конференцию делегаты начали собираться задолго до начала, хотя заседание перенесли на более позднее время. До последнего ждали гостей из Москвы, которые должны были привести кадровые решения Генсовета партии. До начала заседания в кулуарах витала некая напряженность. Все делегаты и журналисты, пожалуй, перешептывались только об одном. Кого же Генсовет партии предложит на должность спикера парламента Коми? Решение оказалось неожиданным. На должность председателя парламента Коми Генсовет «Единой России» выдвинул Надежду Дорофееву, директора торгово-экономического колледжа. Еще одно вакантное место секретаря Коми регионального отделения занял Александр Макаренко. Полномочия Игоря Ковзеля, ранее занимавшего эту должность, приостановлены в связи с возбуждением против него уголовного дела. Та ситуация, которая сложилась, она, безусловно, является вызовом для партии. Ответ здесь может быть только один – профессиональная, кропотливая работа на благо людей. И я считаю, что та позиция, которую сегодня заняло региональное отделение, она абсолютно правильная, потому что «Единая Россия» – это не один, не два и не три человека, это тысячи членов партии в Республике Коми, которые являются честными и порядочными людьми, к которым ни у кого нет никаких вопросов. Надо работать дальше, уверенно и сплоченно, исполнять все наказы жителей, которые партийцы получили во время предвыборной кампании, и вернуть несколько пошатнувшееся доверие народа. Такую задачу сегодня ставят перед собой единороссы Коми. Доверие к «Единой России» ко всем уровням власти в республике упало. Поэтому наша с вами общая задача – это доверие вернуть. Все мы понимаем, что это весьма непростая задача. Поэтому сейчас мы просто не имеем права сложить руки. На нас смотрит вся республика, как вы видите, и не только республика. Работать действительно придется много и упорно. В новом составе парламента Коми 26 из 30 депутатских мандатов за единороссами. Поэтому за каждое решение Госсовета, по сути, будут отвечать представители «Единой России». Так что у них сегодня только один путь – кропотливо работать, чтобы доказывать людям не словом, а делом, что партия власти защищает их интересы и решает проблемы. Татьяна Супряткина, Василий Янин, телеканал Юрган.